Семью Ачкасовых в Куснере знают почти все. Во-первых, работа супругов связана с общением. Он системный администратор и специалист по компьютерам, она главный государственный налоговый инспектор. Во-вторых, выросли, повзрослели, живут и работают в поселке много лет. Старожилы помнят даже их родителей. У Максима Алексеевича родители были педагоги, у Татьяны Алексеевны – работники узла связи. У меня родители были в образовании. Папа был директором школы, мама учителем. А я как бы... А я хулиганом, да? Нет. Мне самое сложное досталось в детстве такое, вот эта школьная пора, это учительский сын. Это на самом деле не очень такая простая штука. И ты, во-первых, и дети тебя с опаской воспринимают, не как совсем своего. Ну и, соответственно, родители тоже ежедневно могут тебя... Ну и учителя, опять же, отношение такое, что раз учительский сын, ты должен соответствовать, все такое. Я помню первый класс, когда я пришел и думал, что это все так весело, как в детском саду. А у папы был кабинет, и там сейф стоял. И он отбирал у хулиганов пистоны, пистолеты, машинки и карты интересного содержания и складывал в сейф. Ну, я зашел, как-то его не было, открыл спокойно сейф, достал, там ничего, там сокровищница. Я это все это забрал, притащил домой, разложил там. Ну, карты не стал, конечно, тащить домой. Но пистолеты, машинки, все, и сижу, играю. И он пришел, глянул так на меня, что я понял, что как бы... Нельзя так больше делать. Такие варианты больше не проходят. Ну, то есть ты должен соответствовать. Ты не такой, как все, ты должен как бы, понимать. Ну и тем не менее, детство было хорошее, нормальное, хулиганское, веселое, советское. Родители дали большой... Они, как вам сказать, они не то чтобы занимались нашим воспитанием, им некогда было нами заниматься, они все время были на работе. Но своим примером отношению к работе, отношению к делу, отношению к людям, отношению к ученикам, они дали живой пример тому, как нужно работать, общаться, ответственным, как нужно быть. Это многое мне помогло во многом и в своей работе. Ну, не всегда, конечно, я там соответствую каким-то высоким стандартам, но вот основу они заложили все равно четкую по отношению к работе, к ответственности, к делу. Так что я благодарен им безумно, конечно. Татьяна Алексеевна, с какого возраста вы себя помните? Наверное, с 5 лет, когда я торт ночью ела свой именинный. Вот прям четко помню. Мне мама спрятала его на шкаф, поставила, чтобы я его не достала. А то, что утром нужно было в садик его везти. А мне так хотелось. И вот я прям помню четко этот день. Я залезла на кресло, на подлокотники и пальцем в темноте вот так вот ковыряла этот шоколадный крем. Но утром было зрелище не очень приглядное. Маме пришлось исправлять мои ошибки. Вот с этого момента я помню ту квартиру на Трудовой 24. Как в садик меня возили на санках, укутают. Из Трудовой 24 в первый садик возле Дома культуры. Укутанную зимой. Не знаю, теряли меня, нет. Но мы детей часто теряли на санках. Кстати, не мы, а Максим Алексеевич. Потому что надо быстро, чтобы не замерзли. Бежишь, только покатилась. Я всегда сзади иду, контролирую. Стой! Потеряли! Да, она как спала, так и спит. Свернутая в трубочку. Северное детство – это интересное такое. А мама родилась под Якутском, в принципе, можно сказать, она землячка местная такая, коренная. И они с бабушкой, когда они маленькие были, все 2 годика, ей было, они приехали сюда, жили в совхозе. Вот, и папа приехал сюда в свое время на заработки. Вот родители познакомились здесь, создали свою семью, родили нас, родили меня, брата. Родилось 2 внучки здесь, работали в свое время они. Районный узел связи. На хорошем счету были, знакомые все. Я когда маленькая была, с мамой, с папой, если иду, здрасте, 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 здрасте.
Говорю, мама, кто эти все люди? Кто? Откуда ты их всех знаешь? Я многих даже не знаю, а просто по работе, говорит, сталкивалась где-то телефоны кому-то тогда как раз телефоны же устанавливались, им проводили. И все это, все знакомства проходили через телефоны, так скажем. И со всеми, даже говорит, мама, я не знаю, как там половина, ну, здороваются, и со мной здороваемся. Точно так же сейчас, на сегодняшний день, когда я иду по улице, со мной все здороваются, дети у меня спрашивают, кто эти все люди? Мама, откуда ты их все знаешь? А вы своих дедушек помните, прадедов ваших детей? Я его помню хорошо. Мне 6 лет было, когда он ушел из жизни, но до 6 лет я его помню. Все равно он с нами, с внуками, ну как, у нас хорошие отношения были с ним. Он нас любил, внуков. Не знаю, как других далеких внуков, которые я здесь была всех ближе с братом, нас он любил очень сильно. Вот, поэтому и как бы впечатления о нем у меня хорошие. А дедушка у нас мой второй, это Степан Васильевич Плотников. Он сам в Астрахани родился. После войны он женился, родились всякие красивые, хорошие дети, сыновья. Это мой папа в том числе. Вот, я его тоже помню, но я уже помню его тоже лет с 5. И жалко, что я с ним, конечно, тогда мне 5 лет было, мне неинтересно было вот это спрашивать. И дедушка был уже здоровье у него не очень, чтобы поделиться где-то своими, как сказать, впечатлениями о Великой Отечественной войне. Ну, сейчас, конечно, я сожалею об этом. Но если была постарше, может быть, и поспрашивала. Но хорошо, что он всю свою вот эту информацию, все он передал хотя бы папе. И папа очень много мне рассказал об этом. Я в свое время передала детям. Замечательно. У нас видеоролики есть к 9 мая, где с Ксенией они рассказывали там на памятнике все о своих дедушках, о подвигах. И сейчас хорошо подвиг РФ в интернете есть, где можно почитать о подвигах твоих дедов. И когда читаешь и представляешь, как это все было, как он там с личным оружием табельным шел на врага и в упор его убил, это все прям написано. Мурашки по телу и гордость такая за своего дедушку. Прям ничего себе, Плотников Степан Васильевич. И очень приятно. У нас тоже интересная там история. Один дедушка по отцовской линии, он тоже всю войну провел в лагере. И он сел по закону о колосках. Они, детство голодное было, они собирали что-то там на колхозном поле какие-то колоски там. И, короче, их подгребли, они там сели. Он на всю войну он просидел. Второй дедушка по званию полковника закончил войну. Он был руководителем учебно-диверсионного центра какого-то. И он, такой прям геройский, есть фотографии такие классные. Они там в галифе все начищенные, с портупеями. То есть в одной семье как бы странно так, что один дедушка воевал. Но я любил и одного, и второго, даже который был лагерник, он мне казался... Аналогично, да, получается? Да, такой интереснее в общении. И дедушка палец на войне потерял. У него палец не был на руке. Он говорит, нет, бабка мясорубку открутила. И у меня в детстве я думаю, бабушка, как ты могла мясорубку? Так что, на самом деле, конечно, интересно. И потом эти факты я уже во взрослой жизни начал узнавать, кто, где, как и что было. И для меня было откровением. И там тоже наградные листы на дедушку, которые военные, там они тоже такие серьезные. То есть какие-то там терминаторы там. Про дедушку Плотникова там вообще, если дословно там почитать, то с личным оружием, с пистолетом захватил окоп, убил 2 фашистов, 3-го убил гранатой, 3 человек в одном бою с пистолетом. Слабо понимаю вообще, как это можно было сделать. В атаку повел там роту. Поэтому мы с гордостью теперь носим портреты «Бессмертный полк» на 9 мая. У нас 2 красивые с чувством, с толком, да. с пониманием. Дедушки, прадедушки уже. Гордость берет, конечно. Закончив в Уснере школу, и Максим и Татьяна уехали учиться. Он в Санкт-Петербург, она в Старый Оскол. Но, видно, так было предопределено свыше. Молодые специалисты вернулись в родные края и поступили работать, один раньше, другая чуть позже, на одно предприятие. Здесь и познакомились.
У нас был классический служебный роман, потому что мы встретились в налоговой инспекции, где работал я и куда пришла после института работать она. И была ошибка руководства, нас отправили совместную проверку проводить. Не подумав, так сказать, о последствиях. Может, это была не ошибка руководства? Ну, конечно, не ошибка руководства, это был дальновидный поступок, но нет, ничего такого, просто я бы не сказал, что мы там прям сразу бросились друг друга в объятия, но во всяком случае что-то, какая-то искра пробежала, и через год или два, или там уж не помню сколько, мы также, будучи коллегами, поженились. Максим Алексеевич говорит о жене с нежностью и гордостью, а она до сих пор смотрит на него с доверием и с любовью. Мне повезло с супругой, потому что вот попалась, извините, дура. И что? 2 дурака в доме – это много. Кто-то должен все-таки семью тащить. И она на своих хрупких плечах, вот эта семья – это все ее. И как верно говорится, что муж в семье голова, но шея – это жена. И как бы, ее на самом деле, я только сейчас начинаю осознавать ценность того, что мы вот вместе, так получилось, что мы вместе. И каждый раз я удивляюсь, как повезло-то, а? Так же не бывает. Если он говорит, я хорошая жена, именно семейный очаг создаю, согреваю, соблюдаю, то Максим у нас это бюджетная глава. Все бюджетные вопросы, это все на нем. Женщина, наверное, больше тратит надо то салфеточки красивые, то хочется, то все купить. Если бы у меня был весь бюджет, у меня бы тогда вся квартира была вся, и бюджета не было, и квартира в всяких салфеточках, вазочках, там все такое. А так есть разумное, наверное, решение, которое принимается, и все так и на отпуск, и покушать, и одеться, и все у нас распланировано. Это благодаря Максиму. В народе говорят, счастье нельзя купить, но его можно родить. Татьяна и Максим счастливы трижды. 3 детей – это было запланировано? Да Богом даны. У нас первого ребенка никто никогда не планирует. Нет, но тем не менее, первый ребенок у молодой семьи появился тоже не через 9 месяцев после свадьбы, а как положено. Как рассчитывали наши коллеги, да? Да, как все подумали, что... А там все случилось нормально, там через 1,5 года или через год, там я уж не помню. С каждым ребенком какое-то приходило понимание того, что 3-й это нормально. 3 ребенка в семье это вообще. То есть 1 ребенок не может расти, в принципе. Потому что это как бы он один, весь окружен заботой, ответственности мало, толку никакого. А когда они стали вдвоем, уже как-то и младшая, и мама разгрузилась, и старшая ответственна. И 3-й, не стал как бы там какой-то уже обузой там, или наоборот. Дети – двигатель прогресса. Мне показалось, что с каждым последующим ребенком у нас семья как-то росла и как материально, так и морально. 4-й, конечно, это уже, мне кажется, чересчур, но 3 нормально. В принципе, для обыкновенной семьи 3 ребенка. 2 как минимум, а 3 это вообще-то нормально. То есть это так и должно быть. 2 дочери у нас были. Думаю, надо все-таки как-то сына дать. Мы первого хотели сына, не получилось. Второй точно сын будет. Тогда еще ни УЗИ, ничего не было. Но второй, когда уже Ксения была беременна, мы ездили в Якутск. Нам уже сказали, что будет дочь. Ладно, все смирились, все. Потом уже время прошло какое-то. Говорю, давай подумаем, все-таки, может быть, с 3-го раза у нас родится сын. Видимо, так получилось, что слышно было все, и родился сын. Сейчас дочери уже, можно сказать, вылетели из гнезда. Старшая живет в Старом Осколе, а младшая учится в Воронеже. Настя на сегодняшний день у нас 27 лет, уже замужем, прекрасный сыночек, наш внук. Надо сказать, что в нашей семье творчество развивается очень замечательно. Никто даже не думает, когда... Очень много у нас в семье творчества. Никто не думает даже, чем мы будем заниматься. Это все, видимо, приходит со временем, может быть, жизнь как-то навевает. Настя у нас закончила институт по специальности экономист.
Но ни дня она как бы по своей специальности не работала. Ее все время тоже тянет в творчество. Она научилась учиться художественному ремеслу, пишет картины очень красивые. Даже мы сами поражаемся, откуда этот талант такой взялся у нее, очень красивые. Приглашает ее расписывать стены. Красивые тоже вещи рисует. Ставни. Да. Рисует. Она устраивает мастер-класс, сама организует их, приходят к ней люди, им интересно все вот в таком творческом. Не просто там пришли за столом, что-то сделали, нет, она так просто не делает. У нее стоит самовар, она там блины сделала как-то в русском стиле. Там сейчас вот эти подрамники, Алексей, как они называются, делали. Делают интересно. И вот, чтобы развиваться в этом направлении, она поступила, сейчас учится на искусствоведа. То есть экономист экономистом, искусствовед у нас будет дальше развиваться. Также и Ксения закончили школу с мыслью, что красивая речь, хорошая память. Куда ее? Ну давайте пойдем в юридический. Ну пойдемте в юридический. Учились, и мы понимаем, что это что-то не мое. А что твое? Я хочу танцевать. Она всю жизнь здесь проходила, у нас в Золотинку. В ней заложена вот эта вот красота танца. У нее красивая пластичная фигура, которая позволяет красиво двигаться, танцевать и так далее. Ну, если мы готовы танцевать. Вот сейчас совместно было принято решение о том, что мы сейчас заканчиваем институт. Юридическое образование уже будет. Сейчас Ксения готовится уже к вступительным экзаменам именно в педагогический институт на хореографа. С родителями остается младший Алексей. Он еще школьник, учится в 8 классе гимназии и занимается в клубе единоборств по дзюдо. Обладатель зеленого пояса. Травмировался? Да. Ну, я редко. Просто там синячок. Ну да. Ну да. Ну, для мальчика, мне кажется, это нормальный спорт. Хотя не знаю, я, может, сам не пошел бы. Но Леша потянулся. Леша хорошо физическую форму. У него руки стали такие жилистые. Он тут: папа, я тебе прием покажу. Не надо. Что-то я уже опасаюсь, что Леша покажет прием. Я не соберусь. Да? Да, больше. В общем, уже так нормально, молодец. Но это закаляет, это нужно быть в жизни. Что спорт? Через боль, через поражение, через победы надо все пройти. Где как не в спорте. Ну, и спорт, и плюс у них в коллективе. Чувство ответственности, Да, они друг за друга самостоятельности, потому что они, если в гостинице живут, то есть каждый за собой отвечает за свою сумку, за свои вещи, все полностью. То есть каждый за друг друга в коллективе отвечает уже. Мне это вообще знакомо как никому, потому что я сама в детстве провела в коллективе. Я с 3 класса занималась в цирковой студии «Веселая арена». У меня замечательные были руководители Татьяна Владимировна и Владимир Иванович, которыми действительно вот они нас, детей, создали такой коллектив замечательный. Мы и на гастроли ездили, и все праздники отмечали вместе в коллективе. И действительно, неравнодушие и желание подарить окружающим праздник – это осталось из детства. Семейные праздники, организация внутридомовых мероприятий с привлечением соседей – все делается с удовольствием. Я люблю дарить людям радости, и я очень часто провожу праздники в кругу своей семьи. У нас как-то так получилось, что вот да, у нас традиция даже такая есть маленькая, где-то фотография у нас есть, начинали всей семьей праздновать веселые праздники с гримом совсем детские. У нас дни рождения проходили, клоуны одевались, все это было интересно, спонтанно. То есть мы сами организовывали праздники в своей семье всегда. Каждый день рождения, неважно, это мама, папа или ребенок, у нас сопровождается тем, что утром мы встречаем огромной кучей шаров, заходим к имениннику в комнату, мы забрасываем это все именинника шарами. Вот это да, мы укладываем ребенка спать, или папу, или маму, кто-то втихаря, мы надуваем. Если это день рождения у меня, значит, дети у себя надувают шары тихонечко. Если у кого-то из детей день рождения, значит, мы там с папой сидим у себя тихонечко, надуваем эти шары. Ну, конечно, предательски они бывают и лопаются.
Но я думаю, каждый уже все равно знает и надеется, что завтра будут шарики воздушные, поэтому делают вид, что это не слышат. Но это очень приятно, такая вот действительно традиция, которая с утра создает настроение. Причем это традиция, которая сложившаяся именно в нашей семье. Все, другой мы не знаем. Вот. И поэтому как-то вот повелось, что и праздничное настроение на праздниках начали создавать своими, скажем, силами. И я потихонечку начала вот так дальше праздники все проводить. И теперь у нас тамада есть. Да, и теперь вот все в семье у нас есть на любой семейный праздник. У нас замечательные мероприятия проходят. У нас никогда просто так за столе не сидим. У нас всегда обязательно конкурсы, игры, там с призами, совсем как положено. Все это очень весело проходит. И очень много красочных фотографий, видео на память остается. И поэтому у нас действительно праздники хорошо проходят. Сейчас, конечно, соседи практически все сменились. Мы вот за 14 лет уже много соседей здесь поменяли. Но все равно, кто, получается, нашими соседями становятся, они нас принимают нашу вот эту творческую, как же сказать, деятельность, поддерживают очень даже. Вот, если вы поднимались по ступенькам, обратили внимание, да, как у нас замечательный подъезд с картинами совсем. Тоже спонтанно пришла эта идея. Мы делали ремонт в комнатах 2 года назад, и у нас было очень много всяких разных картин. И мы после того, как стены все зашпаклевали, все сделали, как-то картины опять делать, дырки в стенах очень как-то неинтересно. Ну куда, не выкидывать же, а давайте повесим. И вот у нас сначала получилось, повесили просто картины. Потом решили именно галерею вот сделать с зайчиками, с зверьми. Там, кстати, фотография Максима, наши фотографии, вот эти все, которые там есть, зайчики, зверюшки, это все наши фотографии. Распечатали, повесили. У нас на 3-м этаже находится ателье, и все, кто приходит, надо же, какой интересный подъезд. Я говорю, в принципе, люди, а кто вам мешает это делать в своих подъездах, создавать уют, все остальное. У нас и двор, в принципе, замечательный. Мы все делаем субботник, 2 подъезда, оба выходим. Это все своими руками делается для себя, самих же. У нас Новый год для детей, для всех детей нашего дома проходит во дворе. Несменная Снегурочка, несменный мамонт. Даже, опять же, это все для детей. Вот мы детям праздник устраиваем, у них предновогоднее настроение поднимается, и мы себе поднимаем настроение, мы создаем себе это настроение. А кто нам не поднимет настроение другой, как мы сами себе. В этом году был сильный ветер, мы в подъезде делали, а так у нас каждый год. Первый год, я помню, когда мы делали во двор, вышли, люди шли мимо, они останавливались, смотрели, они не поняли, что такое. У нас было 15 детей в доме. Потом потихоньку, я же говорю, соседи меняются потихонечку. Кто-то уезжает навсегда, кто-то в Якутск, кто-то куда переезжает. Кто-то вырастает, уезжает, учиться студентов очень много. Вот и как-то количество. И то на сегодняшний день у нас 10 детей во дворе. И для 10 детей мы устраиваем праздники. И люди, которые идут по улице, просто останавливаются и смотрят. И мы всем кричим, пожалуйста, но почему-то они стесняются. Думают, может быть, это какой-то корпоратив или еще что-то. Но нет, это мы каждый год для деток во дворе делаем. Поэтому некоторые спрашивают, а в нашем доме случайно квартиры не продаются? Мы так хотим жить в вашем дворе. Пожалуйста, приходите на праздники. Вот, и поэтому у нас, я говорю, двор чистый свой. Нам в прошлом году дали даже табличку, в этом году повесим, дом образцового порядка. Семья – это люди, которым ты нужен в радости и в горе, в мелочах и в целом. Прожив в счастливом браке почти четверть века, супруги решили обвенчаться. А венчание все-таки – это, я вам скажу, такое событие у нас серьезное, духовное. И оно немножко меняет представление о семейной жизни. Ты уже как бы на какой-то другой уровень поднимаешься уже вместе. Теперь ты понимаешь, что это всегда твой человек, все навсегда, как говорится, в радости и в печали. Ну, опять же, мы жили, в принципе, хорошо, все, и нас и до венчания, и после прекрасно жили до венчания, но после венчания стало как-то совсем уже прекрасно. Мы даже венчания не думали, потому что у нас как бы не было здесь и храма, церковного такого батюшек. поведения, наверное. Все потихонечку. Не было принято как-то там у нас раньше венчаться. С появлением храма, с появлением батюшек все стало как-то в этом смысле проще. Одна из первых пар, которые здесь повенчались в нашем храме.
Интересно само по себе событие, торжество очень такое трогательное. Красивое. Красивое, да. Очень красивое. То есть свадьба это что-то такое молодое и задорное, а венчание это что-то такое уже зрелое, осмысленное. Супруги Ачкасовы не планируют покидать этот суровый, но такой любимый край. В знак своей любви к нему они щедро делятся фотографиями красивых и интересных мест, которых здесь немало. Им очень хочется, чтобы разрушенное восстановили, приезжали домой молодые специалисты, а былая слава района оставалась не только в памяти. А для этого нужно не так уж и много. Помните, как в школе учили? Жить честно, работать добросовестно и не оставаться равнодушным. Одни Ачкасовы живут. Да. Нам хотелось бы здесь жить и жить комфортно, и не только нам, но всем жителям района. Почему у нас молодежь уезжает сюда, возвращаться не хочет? После того, как школу закончили, уехали и сказали, да ну зачем сюда возвращаться? Что всем этим надо заниматься, но мало кто этим занимается. А хотя могли бы также и выращивать, скажем, и тех же врачей, тех же педагогов, учителей. То есть почему бы и нет? Люди же, дети учатся и в медицинских учреждениях, и в этих образовательных, и педагогических. Ну, никто не хочет сюда геологов возвращаться. и маркшейдеров, зарплаты хорошие. Почему нет? Горняков можно спокойно воспитывать. Мы не дорожим своими кадрами, не ценим их, не рождаем, наверное, никак. Не поддерживаем. Не растим, да. Не растим. Чтобы было выходить на улицу, было радостно видеть поселок красивым, чистым, ухоженным. Чтобы не хотелось отсюда уезжать. Либо с отпуска хотелось сюда вернуться. Потому что это свое, родное, другого мы не знаем. Мы туда приезжаем, мы там в отпуске чужие. Там хорошо, но нас никто не ждет.